Мой брат до сих пор мне так и говорит. Говорит, живи своей жизнью, лезешь в жизнь всех людей, ходишь туда-сюда. Он мне так и говорит, ходишь, говорит, всем людям там, лезешь в их жизнь, зачем тебе это надо? Живи своей жизнью. Потому что он по-другому мыслит. У него мышление другое, он понимает совсем по-другому. Я ему говорю, понимаешь, говорю, кто со мной столкнулся, он покой потеряет. Разве это не так? Одна девушка подошла ко мне в Душанбе и мне говорит, Давлат, вы знаете, я почитал вашу книгу, как будто проснулась. Я говорю, от чего? Она говорит, знаете, до этого момента как-то жила вот так, как-то спящая жизнь была, что что-то произошло, а теперь я не могу сидеть. Я что-то делаю, хожу, там что-то делаю и так далее. Она говорит, я открыла свою программу, у нее программа по радио, она проводит, называется «Молодежь», «Джавонон» называется. «Молодежь» по радио, это центральное радио. Она говорит, вот эта программа, это все разработал после того, когда читал ваши книги. Я сказал ей, сколько процентов у тебя доход вырос? Она говорит, 5 раз. Я говорю, видишь, как классно? Вчера я захожу в АКТО, нотариусы надо оформлять, там компания и так далее, уставные, в общем, вот это все, учительские договора подписать и так далее, и потом я должен был ночью улетать. И захожу туда, одна женщина вот так смотрит на меня. Потом идет, вот так смотрит. Что-то делает, так смотрит. А я-то там в футболке одет и такое. А потом она не выдержала, она мне говорит, а вы не Давлатов? Я говорю, да. Она говорит, а вы знаете, дайте свою руку. Вот держи мою руку, я говорю, а что? И она говорит, вы изменили мою жизнь. Я говорю, если в чем-то это помог вам, я был бы очень рад. И она говорит, в 2008 году я посещала ваш тренинг, но вы на сцене были, издалека были, вот так впереди вас впервые вижу. И она, а вот свой столик, вот это как называется, тумбочку, вытаскивает, и оттуда вытаскивает тетрадь, который конспект, мой тренинг. Запись. И она говорит, знаете, я это читаю каждую неделю. Вы сказали 21 раз прочитать. Я прочитал, наверное, 100 раз. Я работала юристом. Она говорит, я работала юристом. И вот, у меня была зарплата, и я, говорит, пришел, смотрел, мой начальник купил этот. Я юристом работал в одной компании, говорю, мой начальник купил этот Toyota 40. Я посмотрел на это, думал, как я мечтал хотя бы какую-то простую машину хотя бы купить, чтобы ездить на работу. Я так устаю пешком и так далее. Мечтал, думал, мне когда-нибудь такое будет или нет. Она говорит, вот посещал ваш тренинг, и через полгода вся началась измениться. Я делала все то, что вы говорите. Я читаю каждую неделю до сих пор это вашего вот этого конспекта. Хотя бы 1-2 страницы, я его читаю. Она говорит, знаете, вся моя жизнь изменилась. Через ровно год я купила, она говорит, Lexus 470. Не то, что Toyota такой, который я мечтал. Я говорю, там и так далее, и так далее. Она, оказывается, работала с парнем, парень был его шефом, и это его шеф сейчас у меня работает. Сейчас со мной работает и у меня работает. И она мне говорит, она мне рассказывает сейчас, она говорит, я ей сказал, у вас, наверное, доход 10 раз вырос. Она говорит, 100 раз. Вы знаете, как приятно это слышать? Она говорит, нет, 100 раз, не 10. Я думал, классно, круто. Поэтому, дорогие мои, думаю, что, возможно, вы делали большую ошибку, пришли сюда. Ваша основная ошибка была, что в жизни со мной столкнулись. А мы вас искали. Спасибо. Потому что к чему ты прикасаешься, то ты прикасается к тебе. Если вы прикасаетесь к такому мышлению, которое мыслит по-другому, вы будете так. Например, сейчас кризис, да? Я вообще не думаю о кризисе, я расширяюсь. Знаете, в этом году кризис мне хорошо помог. Я на несколько миллионов долларов разбогател. Я серьезно говорю. Кризис хорошо мне помогает. Я на несколько миллионов долларов разбогател, это правда. А сижу, смотрю, люди жалуются, ходят. Как вы думаете, когда было все нормально, девальвация, эти люди жаловались? Да. И все равно жаловались, и сейчас жалуются. Они и дальше будут жаловаться. Это на самом деле так, они все равно жалуются. Честно скажу вам, у меня в голове мысли не могут появиться от чего-то, потому что у меня не до этого, время мало. Кто знает, что сколько лет мы живем. И за это время надо чего-то создавать, что-то хорошее делать. Надо успевать что-то хорошее делать. Потом успеешь спать.
Например, только что мне разговаривала привычка нашей предки. Ну, якобы богатые не спят, якобы бедные хорошо спят. Кто вам сказал? Я не верю, что голодным хорошо можно уснуть. Вы согласны? Я не верю, что когда ты каждый раз видишь себя маленьким человеком и видишь свои мечты далеким, видишь, что твои дети, семья заслуживают большего, и от этого тебе легче. Я бы не сказал. Это страдание, наоборот, хуже страдания. Согласны? Наоборот, хуже наоборот. Внимание обратите. Дальше. Смотрите. Получается, что вот это постоянно происходит. Что нужно делать, чтобы от этого избавиться? Чтобы от этого избавиться, еще кое-что скажу, потом объясню, что надо делать. Первое, что я заметил, мышление нехватки. Потом второе, что еще заметил мышление нехватки, я заметил, например, что некоторые люди справились с этой ситуацией. Но это временно. Временно справили. Но поскольку это как спящий дракон, подсознание сидел это, она временами проснулся, их загонял полные долги. Я заметил вот что. Например, от 3 до 7 лет дела хорошо идут у ребята, а потом резко начинается падение вниз до самого потери до нуля и даже минуса нуля. Долги. Знакомая ситуация? Честно скажите, у кого из вас была такая ситуация, или знаете кого-то, кто с этим столкнулся? Вы знаете таких людей, кто с этим столкнулся? А вы знаете, не потому, что бизнес сложный, не потому, что люди плохие, только потому, что у них подсознание сидит мышление нехватка. Она в каком-то моменте автоматически приключается. Другими словами, внимание, модель мышления как работает, наше сознание как работает. Человек специально же не говорит, теперь буду думать о нехватке. Она произойдет автоматически. Это как автоматизированная система. Например, кто из вас ревнивый человек? Честно говоря, ревнует. Честно, поднимите руку. Я не имею в виду прямо сегодня, вообще-то. Ревнивый человек. А вы скажите, пожалуйста, вы в тот момент сами себе заставляете ревновать, или это автоматически произойдет? Вот представьте, с женой или с мужем сидишь, например, на день рождения, куда-то-нибудь, там, и вдруг, если кто-то за ней начнет ухаживать и так далее, или там чего-то, у вас бывала такая ситуация? Только что разговаривали, все было нормально, вдруг туда повернулись, поворачивают, у него лицо такое совсем другое. У вас бывало такое? Лицо абсолютно другое, как будто совсем другой человек сидит. А вы не поняли, что случилось-то? Все нормально. Да! Знакомая ситуация? Что произошло? Автоматически в сознании произошло перемен. Ревность проснулся. Обычно, если не было вот такой ситуации, вы же не узнаете, человек ревнивый или нет, он спокойно ходит, он добрый, хороший. Очень хороший, правда? А потом, когда у него вот эта ревность просыпается, это зверь какой-то. Эти люди могут ударить, эти люди себя не могут контролировать. Он знает, что попозже сожалеет, но все равно будет вот так, обязательно шум, гам построить, потом успокоится. Вот я хочу, чтобы вы меня поняли. Вы видите?